Добрый день, дорогие друзья. В последнее время все больше почему-то в средствах массовой информации, даже вернее не в средствах массовой информации, а именно в социальных сетях больше раздаются какие-то там очередные голоса, что вот чеченцы плохие, чеченцы такие, чеченцы сякие. И мы чеченцы уже чрезвычайно опытные в таких информационных, политических технологиях, на своем веку уже очень многое повидавшие и понимающие, что с чего начинается и что к чему приводит. Мы понимаем, что не просто так это все говорится, мы понимаем, что не просто так это все делается. Я намерен в ближайшие дни несколько своих видео записать и выложить именно по этой теме. А сейчас начну и хочу рассказать одну маленькую историю, которая произошла с моим участием несколько лет назад. Не скажу, в каком это городе было, в одном из российских городов, не хочу никого оскорблять. По одному приглашению принять участие в неком международном миротворческом форуме я с товарищем несколько лет назад приехал в один из российских городов, где проходил вот такой вот форум. Международный, миротворческий, экспертный, там каких у него только названий не было. И получилось так, что буквально они там многие вещи интересные там говорили, обсуждали, много чего было действительно интересного. Но в какой-то момент ситуация немного пошла не в то русло. Вообще непонятно, что начало. Темы, которые начали обсуждаться, они никак не вязались с названием «Международный миротворческий». И вот получилась очень интересная вещь. Председатель вот этого самого форума, это модератор форума, который сидит прямо наверху в президиуме. Это была женщина, немолодая женщина, как ее представили. Она мало того, что была доктором наук, она вдобавок ко всему еще и была председателем законодательного собрания этого региона. И, в общем, эта женщина начала говорить, выступать, и она зацепилась за лезгинку, за вообще страшную мировую проблему российскую, за страшную мировую российскую проблему 20 и 21 века. Вот 21-го это 100%, потому что большей проблемы в Российской Федерации нет и, похоже, вообще не будет, кроме как лезгинка. Это враждебное, это страшное, это душераздирающее, это, не знаю, это ужасная вещь, лезгинка. Вот она начала говорить с высотой вот такого вот серьезного форума. И вот говорит, вот приезжают эти самые кавказцы, говорит, где-то у нас там, танцуют лезгинки, там другое, третье, зачем они к нам лезут со своей лезгинкой, говорит. И дальше продолжает, если это еще как-то можно понять, кому-то не нравится лезгинка, если еще как-то можно понять, она без всякого, скажем так, перехода продолжает дальше. А вот если, допустим, у них там происходило то же самое, допустим, говорит, если бы, например, в городе Грозном, там, на площади перед мечетью, на площади Ахмата Кадырова, русский мужик пришел, сел бы, и начал бы выпивать водку, ему такие проблемы там устроили бы. Или девушка русская прошла бы в мини-юбке, и такие проблемы устроили бы. Вот, говорит, они, говорит, к себе не хотят, а сюда приходят, и танцуют. Я когда это услышал, я вообще перестал понимать, где я нахожусь и вообще, что это за человек и что здесь происходит. Благо там был свободный микрофон, куда можно было выйти. Получилось так, что на данном форуме я и мой товарищ, мы были всего лишь двумя людьми из Чеченской Республики. И приглашены мы были туда даже не по государственной линии, а ввиду того, что мы являлись руководителями общественной организации. Я был руководителем общественной молодежной организации «Патриот». В принципе, и сейчас являюсь. Я вышел туда, к свободному микрофону, поднял руку, попросил разрешения сказать. Мне, слава Богу, дали это разрешение. Я говорю, у меня вопрос к многоуважаемому модератору этой конференции, международной и миротворческой. И
председателю законодательного собрания этого региона: у меня вопрос, можно? Она говорит: пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы сейчас говорили про лезгинку, про мини-юбки, про выпивку на площади Ахмата Кадырова. Мне вот интересно, честно, реально интересно, вы когда это говорили, вы сознательно только что оскорбили весь русский народ ваш? Или вы просто не понимали, что вы говорите? Она такая недовольная: молодой человек, что вы себе позволяете? Я говорю: да ради Бога, я ничего не говорю, я не пытаюсь вас оскорбить, я пытаюсь сказать одну элементарную вещь, которую, может быть, вы не понимаете. Давайте я вам это объясню. Но делать нечего перед всей аудиторией, говорить: нет, молчите, у нее возможности нет, у меня появилась возможность продолжить. Я говорю, лезгинка – это элемент национальной культуры. Это элемент национальной культуры. Да, у нас на Кавказе не танцуют лезгинку на каждом углу. У нас на Кавказе не делают это там с каким-то даже, может быть, вызовом обществу где-то в каких-то. Этого не делается. На каждом углу лезгинку не танцуют вообще, в принципе, ни в одном регионе кавказском. Потому что, в первую очередь, потому что уважают саму лезгинку. Потому что уважение к лезгинке настолько далеко, высоко, что ее не танцуют на каждом перекрестке. Лезгинку танцуют в соответствующих местах, или на свадьбе, или на каком-то важном торжественном мероприятии, или на каком-то национальном вечере. Это вот реальные места, где можно и нужно танцевать лезгинку. Но не на улице где-то, и тем более не там, где это кому-то не нравится. То есть таким образом мы не одобряем то, что некоторые молодые люди, вдалеке от своей родины, танцуют лезгинку там, где она не нравится людям. Если это вот воспринимается как вызов, если это воспринимается как какие-то там проблемы, то не надо ее танцевать. Мы этого не поддерживаем. Но при всем при этом вы только что лезгинку, как элемент национальной культуры кавказцев, в частности чеченцев, вы сравнили с выпивающим мужиком с бутылкой водки. Вы сопоставили чеченскую лезгинку, кавказскую лезгинку, сопоставили с русским мужиком с бутылкой водки и с русской девушкой в мини-юбке. Извините, говорю, я не считаю, что это прям такие реалии, русского народа, потому что эти реалии, если даже и есть, то они точно так же привнесены, навязаны русскому народу. Русский народ, насколько я знаю, насколько я читал, издревле не был пьющим народом. Это началось после того, как где-то открыли способ дешево делать водку. Это началось со времен Ивана Грозного. Почитайте Википедию просто-напросто ради собственного просвещения, хотя вы, конечно, доктор наук. Началось во время Ивана Грозного. Открыли специальные питейные заведения, где даже нельзя было есть, где даже нельзя было закусывать, для того, чтобы больше возможностей было человека напоить. Для чего это делалось? Потому что чем больше человек пьет, тем больше ему хотелось, он спивался. Народу в России было традиционно всегда много. От того, что там сотни тысяч умрут, не умрут, разницы ни для кого не было. И зато это были очень хорошие деньги для казны российской. И если кто-то там пытался открывать какие-то частные дела еще с тех пор, это категорически пресекалось. Водку продавала, начиная там со времен Ивана Грозного, только государственная структура. И деньги шли в казну Российской Федерации. С этого момента пошло это вот чрезвычайно массовое приобщение людей к спиртному. И со временем развивалось. Были моменты, когда в какие-то периоды это запрещали, в буквальном смысле. Когда это запрещали, катастрофически падали доходы государства, и люди, деятели, государственные, очень быстро понимали, что лучше уж получать деньги и давать людям делать то, что они хотят. А в данный момент, если они уже привыкли пить, они уже пили. Это целая очень большая тема. Но это во-первых. Во-вторых, мини-юбка. Прошу прощения за то, что говорю здесь такие вещи. Мини-юбка – это
элемент одежды. Это элемент понимания того, у вас же, говорю, есть старинное русское слово «опростоволоситься». Это значит, что просто если женщина сняла платок с головы, то для нее это уже позор был. В ваших же русских же семьях еще в старину вы же в церковь, когда заходите, вас же без платков не пускают, потому что это старая традиция, это православная традиция, это и русская традиция. Это сейчас вы под влиянием Запада, под влиянием всех этих дел, у вас появились совсем другие одежды, у вас появились мини-юбки, у вас появилось еще что-то. Пожалуйста, говорю, приезжайте в город Грозный, становитесь на площади Кадырова и станцуйте какой-нибудь традиционный русский танец. Единственная проблема, которая у вас будет, это будет большое внимание людей, которые приехали, которые пришли из жителей Грозного и гости города, которые соберутся, будут вам аплодировать, будут вас поддерживать. Если вы нам хотите отомстить за лезгинку, приезжайте в город Грозный и танцуйте национальный русский танец. Но девушка, которая придет в мини-юбке, пройдется там, да не будет у нее никаких проблем. Единственная проблема, которая у них бывает, и в том числе это я сказал уважаемому доктору наук, что девушка в мини-юбке получит повышенное внимание мужчин, которые захотят, эй, девушка, пошли покатаемся, давай познакомимся, и в этом, и далее, далее, далее. Вот в этом будет вся ее проблема, во-первых. Во-вторых, мужик, который придет, если, не дай бог, сядет перед площадью, на площади Ахмата Кадырова, захочет выпивать, во-первых, за распитие спиртных напитков в общественных местах его, по идее, задержат сотрудники полиции, выпишут ему соответствующий штраф и объяснят, что больше так делать не надо. И не обязательно, что он будет на площади в центре города стоять. Он может точно стоять где-то вообще на окраине, но в общественных местах. Если не будет полиции, люди, которые подойдут, увидят, что мужик сидит, выпивает в центре Грозного водку, ему подойдут, делают замечания, скажут, что это некрасиво, что не надо так делать. И, кстати, замечания делают не только чеченцы и жители Чеченской Республики. Я абсолютно убежден, что замечание сделает каждый второй или третий, как минимум, и гость республики, в том числе и русские, которые сюда приезжают в качестве туристов. Они сами ему скажут: слышь ты, пьянь, не позорь нацию хотя бы здесь, езжай к себе домой, и там выпивай, а то, видишь, здесь люди трезвенники ходят, здесь они не пьют водку, а ты здесь сидишь, на тебя смотрят и говорят: вот он какой, не позорь нацию, они сами его домой погонят. А чеченцы ему сделают замечание, объяснят, чтобы он так больше себя не вел. Если попадутся грубые ребята, они объяснят достаточно грубо. Бить его никто не будет. Потому что если ударить гостя республики, каким бы он ни был, все равно за это придется отвечать. Бить его никто не будет. Не будет проблем. Но если вы нам хотите отомстить за лезгинку, пожалуйста, приезжайте, организовывайте танцы, организовывайте концерты, организовывайте, пожалуйста, все, что угодно в национальном стиле, мы будем это только поддерживать. Не надо сравнивать кавказскую лезгинку на одной линии с бутылкой водки, мини-юбкой, как элементы культуры русского народа. Бутылка водки и мини-юбка, на мой взгляд, не являются элементами культуры русского народа. Они не могут ими являться. И поэтому я объяснил этой женщине, и то, что я был прав, доказал шквал аплодисментов в самом зале. Ей пришлось извиниться, сказать, что она была не права, отойти, но я пришел, сел, больше уже ни во что не вмешивался. Эта история у нас закончилась. Но сейчас у нас раз за разом появляются вот эти вот очень интересные информации о том, что какие-то интересные люди появляются, какой-то тип в маске появился, не знаю, Человек-паук тоже мне выискался. Я хочу вот позаботиться о чеченцах, о кавказцах, вы здесь там не хозяева, это.
Если мы живем в Российской Федерации и являемся гражданами Российской Федерации, то мы в любом регионе России чувствуем себя точно так же, как дома. Это информация и для тех, которые в масках, и для тех, которые не в масках, и для тех, которые хотят там проводить, давай там русский марш проведем. Да проводите, пожалуйста, ваши русские марши, кто против. Если у вас русский марш рассматривается как поднятие национального самосознания русского народа, да ради Бога, наоборот, надо это делать. А если вы русские марши проводите, рисуя фашистские свастики, то это не русские марши. Это вообще непонятно, что. Мы со своими соотечественниками, чеченцами, которые проживают в регионах Российской Федерации или выезжают туда, мы с ними работаем. Мы постоянно проводим работу воспитательного характера. Если где-то кто-то себя не так ведет, а такие случаи, к сожалению, время от времени бывают, то мы ищем такие прецеденты, находим людей, проводим с ними разъяснительную работу, в том числе используя наши ментальные, скажем так, особенности, семейные ценности, доводим до сведения родителей, доводим до сведения родственников, что тот или иной молодой человек где-то себя не так проявил, не так показал, и надо провести с ним разъяснительную работу. И люди проводят сами эту работу, потому что мы себе не можем позволить, чтобы опять кто-то брал и пытался нагнетать истерию вокруг вообще нашего народа для того, чтобы потом добиться там каких-то своих подозрительных результатов. Мы такую работу проводим. И то, что вы, уважаемые сограждане Российской Федерации, когда вы думаете про чеченцев, когда вы там что-то такое ненавидите, что это даже не ваши мысли. Это даже не ваши мысли. Вам эти мысли внедрили, вам эти мысли ввели в подсознание лет за 15 громаднейшей информационной обработки ваших мозгов. Нет у Российской Федерации такой проблемы, как чеченцы. Тем более какие-то чеченцы, танцующие где-то лезгинку, или еще чего. Нет такой проблемы. Где-то в какой-то момент, начиная с 90-х годов, я об этом потом буду в другой раз говорить, в другом видео, начиная с 90-х годов, надо было вас отвлечь от того, что где-то происходит. Это обычный отвлекающий маневр. Я бы сказал, военная хитрость. Там какие-то олигархи грабили всю страну, а людей надо было отвлечь и направить в другую сторону. Пока олигархи грабили страну, вы этих олигархов не видели, вы видели картинку, которую вам показывали, вы видели, какие плохие чеченцы, какие такие сякие, какие там другое, третье. Вас зомбировали. И результаты вот этого зомбирования, они и сегодня ощущаются, и будут ощущаться еще многие годы вперед. Поэтому прежде чем что-то говорить, прежде чем что-то писать, уважаемые, включайте мозги. Я это говорю не в плане оскорбления. Я говорю о том, что раньше у нас были книги, раньше мы книги читали, и книги заставляли людей думать. Сейчас делают все возможное, чтобы книги не читали, потому что у каждого из нас есть телефон, iPhone, там, ноутбук, MacBook, где до нас доносят элементарные вещи, что надо думать, и как надо думать, и против кого надо думать, и что надо покупать. Доносят элементарные вещи. Вы знаете, что надо покупать пепси-колу, что это круто. Вы знаете, что там Red Bull окрыляет. Буквально вот такие словесные, такие очень простые вещи, которые внедряются в сознание. Вы знаете, что Red Bull окрыляет. Вы знаете, что адреналин, раш пополняет энергию.
Вы знаете, что там Биг Мак это очень хорошо, что это круто, там это сытно. Вы знаете, что чеченцы это плохие, это враги. Вы знаете, что там Тойота это управляй мечтой. То есть чеченцы плохие люди, чеченцы ваши враги, это не есть что-то особенное из этого ряда. Это есть одна из таких формулировок, которые внедряются в ваше подсознание. И довольно успешно. Хотя потому, что внедрялись они на протяжении лет 15, начиная там, с конца 80-х годов. Поэтому давайте будем сначала думать, прежде чем что-то говорить, и выдавать в эфир вещи, которые способствуют разжиганию межнациональной ненависти в Российской Федерации. Именно это конкретно нужно врагам этой великой, могучей страны России. Чтобы здесь народы между собой перегрызлись. Это нужно. Потому что если народы перегрызутся, тогда уже будет легче получить доступ к сибирским недрам, там, кавказским, я уже не говорю, к уральским возможностям, ну и Курилы отобрать.